Включение из Кипарисовой аллеи Семииза. Сейчас прогуляемся по Семиизу, сходим в сторону Коцевели, потом на пляж спустимся. Тихо, спокойно, ветра нету. Отлично. Фонтаны зимой не работают, естественно. Идем, пройдемся здесь, посмотрим обстановку здесь в будний день. Волейболистов нету. Да, тишина, спокойствие. Ветра нет. Погода шикарная. Но плюс 3, даже может уже сейчас плюс 2. Парк-отель Семииз с бассейном. И где это у них? Вот этот, что ли? А, да, с бассейном. А где же бассейн у них? С той стороны отель не работает. Очень хорошо, что отель не работает. Ну да, в Семиизе такая детская площадка неплохая. Современная. Летом как бы... Так, мы не туда. Летом есть как бы чем заняться детям. И баскетбольная, и волейбольная площадка. И этот для скейтов. Он такой вид отсюда. Поставили этот. Еще построили там для детворы детский этот, как он, скейт-парк или как он там правильно называется. Так, спуск. Тут я пил кофе в октябре и в ноябре, но сейчас они зимой закрыты. Так, спуск к морю есть вот здесь вот, насколько я понимаю. Котики. Сидят котики. И можно еще вот там подняться. Ну-ка сейчас. А вон, да, по ступенечкам. Кстати, пешком я здесь ни разу не ходил вообще. Все время на велосипеде, машине. А пешком как бы я здесь вообще ни разу не ходил. Сейчас вот хочу посмотреть, что это тут за белая такая. Типа как смотровая. Потом вернемся назад. Прикольно. Смотровая, да. Лавочки вот там вот. Эй, котик. О, красота какая. Ох, он стая птиц летит. Да, видок отсюда на скалон люди наверху самом стоят. Вон ступеньки туда идут. Наверное, пойдем сейчас спустимся на пляж и поднимемся наверх, посмотрим. Спуск к морю вот туда есть. Можно еще вот там спуститься дальше. Там сейчас поднимемся наверх. Поднимемся наверх сейчас. Люди идут с пляжа. Одни, вторые.
ты иди. Там дорожка тоже на пляж. Вот сейчас поднимемся наверх. Здесь виды красивые. Ленина. Здесь вид такой шикарный, да. Шикарный вид. Горы в тумане. Курортный поселок Семиис. Наподобие Орджоникидзе, Коктебеля, но здесь все, конечно, зелено, да. Здесь зелено все. Так, вот туда, это выход Кипарисовой. Скейт-парк, да, там он. Так, а мы пойдем, наверное, вниз, вот сейчас вот сюда. Спуск к пляжу. Плохо только, что спуск к пляжу они не выложили еще плиточкой. Вот единственный такой пока что минус, скажем так. Спуск к пляжу пока что по грунтовой дороге такой щебеночной. А было бы, конечно, хорошо, если бы выложили бы плиточкой бы все здесь. Но, увы, имеем, что имеем. Да выложат, я думаю, в какое-то время надо выложат плиточкой все здесь. Вон туда, что ли? Наверное, нам надо идти в сторону скалы. Котик, 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 котик. Да, здесь в таких, конечно, здесь в поселках в этих пышное все, зеленое все. Вот из-за вот этой зелени просто сказка. Пляжик вон видно. Просто сказка здесь, да. Ну, есть везде, да, свои плюсы, свои минусы. Здесь, наверное, минусы из-за жилья. Когда снимаешь жилье, то здесь же нету на первой линии ничего. Все время надо подниматься вверх. Вот такой видок офигительный, шикарный просто. Все время надо вверх, да. Все, в принципе, ЮБК. Ну, не все. Есть, конечно, в поселочках на ЮБК, где жилье, можно сказать, особо и подниматься никуда не надо. Раз, и ты уже в гостевом доме или в гостинице. А есть вот такие места, где надо, да, в горку подниматься, идти. Пешком я вообще здесь ни разу не ходил. Удивительно, однако, люди вон снимают, фотографируют. И там наверху я, кстати, ни разу не был. Сейчас пойдем. Красота, ляпота. Просто шикарный вид. Снежок срывается, что ли. Так, смотреть под ноги надо.
не спешить. Пойдем посмотрим, поглядим, что тут. А как же туда люди поднимаются наверх? Интересно. То надо на нас спускаться. Водичка просто чистейшая. Чистяк. Просто чистяк. Вид такой вот шикарный. Люди гуляют с собаками. Вот туда еще есть дорога. Вот сюда дорога, вот туда дорога. Ступеньки вон они там. Как же до них спуститься? Сейчас посмотрим. А, вот спуск где-то начинается вот здесь, наверное, и вон где-то там наверх. Сейчас посмотрим, где нам спуститься. Скоро уже будет темнеть. Надо поторапливаться. А где заход на ступеньки? Где-то там в камнях. Да, места тут такие красивенные. Красота, он ворон сидит. Все, тупик. Там еще чуть выше есть. Вроде как тропинка. Вот такой вид. Ух, какие облака фантастические. Красотища просто. Так, ну что, как спуститься? Сейчас будем искать. Люди уже пошли спускаться. Завал, скала такая, да? Это ж надо такая, блин. И ступеньки люди сделали. Ха. Да. Так, ну. Скорее всего там спускаться. Вот есть, но как бы непонятно. Вот эта дорога. О, вид. А вот такой вид отсюда. Шикарный вид просто. Просто шикарный вид. Еще вверх куда-то пошла дорога. Вот еще дорога. Тропиночка куда-то. Море просто чистейшее. Просто чистейшее море. А, тут все походу. Походу все. Дальше дороги нету. Или есть? А нет, есть дорога. Или все уже все-таки тупик здесь? Или нет? А, просто выход туда
Ну и такой экстремальный спуск, я так понимаю, вниз. Ну да, экстремальный спуск вниз. Ой. Не, мы пойдем сюда вот. Выйдем здесь. Ой. Сейчас спустимся где-то дальше там. Прибрежный аквальный комплекс Ускалыгива и гора Кошка. Пойдем сейчас вот туда дальше. Гостиница. А, это, наверное, та гостиница, которая с бассейном. Ну вот, с этой гостиницы надо спуститься на пляж. Спуститься это одно дело, а потом назад подниматься вверх. А подъем такой как бы нормальный, минут, наверное, 15-10, смотря кто как ходит. А это мы вышли здесь. Ну да, это мы здесь вышли. Сейчас спустимся вот здесь по ступеням. Ну, можно было там по щебенке, по камням спуститься, но да, но все-таки оставим мы скалу Дива на следующий раз. Сейчас мне надо быстро спуститься, потом подняться и встреча у меня тут. Человек меня уже ждет, в принципе, но может еще чуть подождать. А так бы я только поднялся на скалу и все. Ну да, я еще там посмотрел, там, конечно, есть местами ступеньки такие чуть-чуть гладкие, там надо другую обувь. В следующий раз поднимемся. Можно было подняться, спуститься и все, как бы на пляж бы я не пошел бы, но говорю, что там надо еще обувь подходящую. Да, погодка, конечно, шикарная. Тихо, спокойно. Ветра нету. Вон оттуда, если бы я там бы спустился, сюда где-то вышел вот здесь вот. А так тут ступенечки такие еще. Везде асфальт такой. Старый еще. Когда-то еще положили. А, я понял, где-то я выхожу. Все понятно. Где это мы выйдем? Все понятно. Возле вот этого здания. А я все оттуда
смотрел, куда это оно ведет. Где это, ну, когда на велосипеде вот там с той стороны сюда едешь, и здесь же раз, все уже. И я один раз там его поставил, и чуток сюда поднялся, и смотрю, куда-то вот дорога идет. А это она идет туда вверх, он. К парку. Понятно. Ну вот как бы да, спустился, а подниматься потом по ступеням этим просто капец. Либо надо на машине спускаться на пляж и потом назад подниматься. Ну, на машине еще не каждый захочет ездить. Вот здесь, на этом пляже, проходит весь сезон. Такой, да, возле скалы Дива. Весь сезон здесь проходит. Ох, тут понаписывали семьи сверху. Надо уже исправить на 25-й год. До Ялты отсюда 23. Да, города все. Да, летом тут, конечно, отдыхающих не протолкнешься. А сейчас пусто. Пусто. Зима. Ржавое все, конечно, тут. Да. Эх, не поднялись мы на скалу. Ну ладно, в другой раз поднимемся. На скалу. Девчонка снимает море. А море, море. А море, море. Эй, котик. Жирненький. Жирненький котик. Здравствуйте. Что вы можете сказать об вашем отдыхе зимой? На сколько дней приехали? Один или с семьей? Да. Закрыта душевая. Красота, ляпота. Что вы можете сказать о вашем отдыхе, да? Да что могу сказать? Кайфово здесь. Людей нету. Воздух чистый. Море чистое. Купаться, правда, нельзя, но ничего страшного. Накупаюсь летом. А сейчас приехал кайфануть, подышать воздухом, погулять под парком, дворцам, набережным, аллеям. Конные туры круглый год. Ничего себе. Так, а
как мы пойдем сейчас? Поднимемся, наверное, назад выйдем и сходим туда, в ту сторону. Главное, чтобы хватило памяти у нас записывать. То что-то я смотрю, там у меня память заканчивается. Вода, конечно, чистяк вообще. Просто чистейшая. Да, пойдемте назад вверх. Теперь вверх идем. Вот сейчас и посмотрим, сколько времени с пляжа вот этого подниматься наверх. Сколько времени занимает. Не спеша так. Ты ж с моря идешь не спеша. Не спеша. Вот сейчас и посмотрим, сколько. Подъем занимает. Вот начало. 27 минут сейчас. Вот, идем вверх. Еще ты ж с собой, у тебя ж какая-то сумка, матрас там, что-то еще там. Да, хорошо все, но подъемы эти молодые, да, им что, нормально. А вот те, кто люди уже в возрасте, они, конечно, по таким подъемам не очень. Не, ну можно идти не спеша, в развалочку, потихоньку. Ты ж на отдыхе. Чуть поднялся, сел, постоял. Опять. Потом подниматься. Так что ну, наверное, с пляжа примерно подниматься как в пятиэтажке на 5-й этаж. Где-то так. Я так думаю. Жарко. То холодно, то жарко. Вас не поймешь, молодой человек. Я, в принципе, сейчас иду не спеша. Но он уже кафешка виднеется. Ну, минут 5, я думаю, где-то. Подъем не спеша. Там внизу посередине лавочек, конечно, нету. Лавочка только вот здесь, перед финальным подъемом наверх. Урны везде. Вот лавочки уже вот здесь. Фу. Кактус в горшке. Вот здесь вот. Ну, вид, конечно, здесь. Шикарный вид вот здесь, да.
просто. Так, ну вот еще 30 минут. Ну, в принципе, да. 4-5 минут, и ты возле кафе, возле этой гостиницы. Она здесь одна. А остальное все дальше там жилье. То есть еще пройтись. Но там уже все, там как бы ровно. Но там еще есть такие гостевые дома, гостиницы, которые чуть-чуть еще надо подниматься. Ну вот до этой гостиницы сколько? 4 минуты. Все, здесь одна она, больше здесь гостиниц нету. Вот. Остальное все вот там вот, за Кипарисной аллеей. То есть идти в основном всем минут 10. Минут 10 где-то идти. Волейболисты, что ли, уже подъехали? Или баскетболисты? Фу-фу-фу, да, Семис, конечно, классно все, но подъемы эти, не, на самом деле, да, полезно, конечно, для здоровья двигаться, ходить, подъемы эти, да, наоборот, все, даже в спортзал никакой ходить не надо, вот тебе и такие прогулки заменяют любые тренажеры. Работает все. Баскетбол. Детвора играет в баскетбол. Да, ну вот сейчас 34 минуты. И еще вот чуть дальше там он гостевые дома и гостиницы. Да, минут 10 где-то с пляжа. Но здесь хоть вот сюда дошел, посидел, передохнул и пошел дальше. И пошел дальше. Класс, тихо, спокойно, да. Вот мне нравится в Ялте, в Алуште, во всех поселках, которые здесь туалет платный, работает, ничего себе. Нравится тем, что здесь зимой, начиная там с ноября по май, ветров практически нету вообще. Есть, но редко, да, очень редко. А вот на восточном берегу, район Феодосии, Судак, там, блин, ветра эти просто холодные такие, просто жесть. Ну что, идем. Ну, вон там уже, вон гостевые дома, гостиницы, вот там все. Да, вышел. И вот туда, вон они еще там дальше. Минут 10, да, с пляжа с того. Ну, там, если уж не спеша вообще там идти, там, ну, 15, да. Но ты же дышишь этим воздухом, горным этим, лесным, эти можжевельники, кипарисы эти. Все это, да. Шикарно, шикарно. Я же говорю, единственный минус
для отдыхающих. Это подъемы с пляжа. А так шикарно все, шикарно. Пройдемся. Здесь плохо, что здесь тротуарной дорожки нету. Дальше нету. Дальше тут заборы. На объекте ведется видеонаблюдение. А дальше здесь просто идешь по дороге. Но здесь хорошо тем, что проход к морю закрыт. А женщина пошла, то на какой-то работник. Это, наверное, какой-то пансионат. Санаторий, пансионат. О, ничего себе, цветет это дерево, вот как оно называется. Магнолия, нет? Ничего себе. 5 февраля и цветет. А вот что-то он может сделать тротуар, ну, дорожку. Вот тоже какая-то гостиница. Опять подъем. Опять подъемы. Что-то там внизу такие старенькие постройки. Но зато все в кипарисах. Машина сзади. А это за скалой этой. Вот здесь вот. Да. Полиция ездит. А он вид. Вид на горы. Да, шикарный вид. На горы шикарный вид. Жалко, да, что я сегодня не поднялся. Ну ладно, да, что. В следующий раз просто надо кроссовки одевать поудобней. И времени надо больше, выезжать надо раньше. С этой стороны он скала. Вон закат там такой красивенный. Красота, конечно. Котики, котики, бегут котики. Эй, хлопчик. Эй, хлопчик, стой. Стой, хлопчик. Вон тоже лезет. Каскадер, блин. Каскадер, ты каскадер. Красота. Ляпота.
Красота ляпота. Ух, скала, да. О, бегит, бегит. Куда бегишь? Еды нету. Молодой человек, еды нету. Опа. Застегнуться. Фух, почти поднялись. Красотища. Везде красотища здесь. Да, здесь, конечно, скалы эти, камни, можжевельники, кипарисы, туи, все вот эти деревья, кусты придают вообще просто шик. Шик, шик, шик. Спуск вон туда. Можно там походить, но мы туда спускаться сегодня уже не будем. Времени нету. Нас уже ждут. Сейчас чуть током пройдемся. Котов сколько, нифига себе. Ох, красотища какая. Фух. Красота ляпота. Котов. Сколько мурзиков. Мурзики одни. Разные. Разных мастей. Кушает. Приятного аппетита. Красотища. Мурзик. Ох уж этот мурзик. Уже запись 43 минуты. Нифига себе. Ну, по семизу мы где-то около часа где-то гуляем. Там еще есть запись. Вот дошли до этого места. Обычно я здесь, когда на велосипеде езжу, до этого места доезжаю. Ну, еще спускаюсь там вниз. И все. Опа. Вот такая красотища здесь сегодня. Шикарный вид просто. Шикарнейший вид. Засняла, да. Все засняла. Все засняла. Ну что, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной. А вот еще сейчас пройдемся сюда вот вниз. Посмотрим на камни. Необычные камни, которые вот здесь вот находятся. Эта тропа ведет вниз самый и выходит чуть дальше там на вот дорогу. Любят здесь все пешком ходить, чтобы не по вот дороге, а вот здесь идешь себе вдоль моря, вот так наслаждаешься этими видами шикарными.
А сейчас буквально вот сюда дойдем до вот этого вот места. И пойдем назад уже на Кипарисовую аллею. Ну вот, все. Хватит идти. Да, шикарно, шикарно погодка. Вот камни вот эти. Голова. Вот такой шикарный вид открывается у нас отсюда. Газуют где-то там. Семейск, конечно, с Коцевели, да, не похожи ни на одно место в Крыму. Единственное такое место, как и Новый Свет. Новый Свет, конечно, вот этот серпантин, эта дорога, это просто, блин, все время, все лето там езжу и как бы всегда едешь и будто первый раз. Будто первый раз. Эти завораживающие виды шикарные. Отвесные скалы, горы эти, можжевельники, все вот это пышное такое. Красота, да. Спуск еще здесь есть. По камням. Тропиночка вот идет здесь. Вид, да, на горы Опетри. Уже 5:30 где-то. Или может больше уже даже. Наверное, больше. Скоро уже потемнеет. Мурзик. Ох и Мурзик. Котиков тут тоже полно. Как и в Гурзуфе. Здесь дело в том, что собак нету, в отличие от Ялты. На вот набережной всей собак бродячих штук 5 или 6, и они этих котов гоняют. А здесь собак нету, что в Гурзуфе, что вот здесь. Здесь коты все. Одни только коты. Хозяева здесь. Коты, да. Вот здесь вверху какая-то гостиница. Женщина идет, гуляет с собачкой. Что ж тут за здание там какое-то? Ну, на пансионат или санаторий, или пансионат, или что оно такое там. Снег, да, с гор чуть-чуть сюда спускался. Ну так, мелкие такие эти сорвались. Но по прогнозам на сегодня стоит снег, и на завтра
Может еще и пойдет ночью. Как бы температура позволяет. +2, а к ночи будет 0. Вот. Но дерево, конечно, я не помню, не в том году, а позатом году. Тоже, по-моему, в феврале. Только не помню, в начале или в середине или в конце тоже начало цвести. Тоже вот гостиница какая-то. Да, подъем от моря вверх. Спуститься то как бы не проблема. А вот подняться, да, такое себе. Кот бегит. Куда ты бегишь? Стой! Стой, сказал! Мурзик. Ну вот, почти дошли уже до аллеи. Кипарисная аллея Семиис. И в Судаке есть такая тоже. Но в Судаке она длинная. Но тут по-своему красивая аллея. В Судаке по-своему. Вот, две такие кипарисные аллеи в Крыму. Так, ну что, завершаем наш репортаж, так скажем, трансляцию нашу сегодняшнюю. Да, виды, везде виды. До новых встреч в горах, на трассе и на набережной.